Гостям из Германии посчастливилось побывать в Манас-Ордо и в художественном музее имени Герцена, который находится в селе Актобе Бакаятинского района. А уже после они поехали в родное село Чингиза Айтматова. Очень вкусно. Танабай, Толгонай, Исмаил и Джамиля – эти имена знакомы и иностранным читателям. Среди почитателей творчества Чингиза Айтматова – журналисты, историки, айтматоведы из разных стран. Айтматов сам об этом написал, что массовая культура грозит настоящей культуре, и что писателям трудно, интеллектуалам трудно, потому что весь интерес идет в направлении развлечения. Моя цель, я придумала вот такое путешествие с заинтересованными читателями, которые это все любители Айтматова. Они все интересуются его творчеством, и мне хотелось показать им место рождения Айтматова и Иссык-Куль. Айтматов у нас очень популярен, особенно во время ГДР был. Я снова еще немножко сейчас читала, когда я подготовила, и я заметила, что я по-другому читаю. Другие чувства сейчас, интенсивнее, чем раньше. Это интересно для меня было. Судьба от своих героев для меня еще сильнее интересно было, чем раньше. Почти все иностранные читатели Чингиза Айтматова мечтают побывать в Таласе, на станции Маймак, в селе Шекер и просто познакомиться с героями и их детьми. Именно об этом неустанно говорят туристы, побывавшие в Таласе. Мы с радостью принимаем всех гостей и туристов, особенно почитателей творчества Айтматова. С удовольствием им все рассказываем и отвечаем на все их вопросы. Сейчас инициативная группа снимает в селе Шекер документальный фильм о Чингизе Айтматове. В ленту вошли и эти встречи. Напомним, ежегодно село Шекер посещают свыше 2000 туристов. Их излюбленное место – музей имени Чингиза Айтматова. Гостям представлены уникальные фотографии и архивные материалы. Айджана Нурбекова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Нуркыза Абдрахманова, Алато 24, Таласская область.